Собираясь в дальний рейс, дальнобойщик Александр Полиниченко проверяет исправность автомобиля, всех датчиков и калибрует тахограф. Устройство, предназначенное для регистрации режима труда и отдыха. Впрочем, водитель говорит, установил его для галочки. Реальной пользы нет. На юге он полезен, там, где трассы оборудованы, там. А здесь у нас на севере он как бы еще не нужен. Тут нету оборудованных стоянок, кемпингов, там, как там вот по России едешь, там останавливаешься. Тахограф, ограничитель скорости и антиблокировочная система тормозов теперь обязательны для всех перевозчиков особо опасных грузов. Такие условия прописаны в Европейской конвенции. С 1 января 2015 года действует новый документ «Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств» с новыми требованиями. В частности, эти требования коснулись транспортных средств, перевозящих опасный груз. Из-за новых правил десятки автомобилей не смогли выехать в рейсы. К примеру, в Устьянском районе, где сейчас объявлен режим ЧС, машины вынужденно простаивают в гаражах. Переоборудовать технику нет возможности, сетуют водители. 250 тысяч стоит машина, 250 тысяч стоит прицеп. Это только АБС. При том, что мы обращались в наше ГАИ, с чем она сказала, что мы здесь на месте ничего не регистрируем, изменения в конструкции транспортного средства не вносим, обращайтесь в областной ГАИ, который от нас находится в 2000 километров. Для обеспечения поселков необходимо, чтобы каждый день на линии находилось не меньше 20 машин с углем и нефтью. По подсчетам экспертов, только при таком потоке есть возможность накопить топливо к предстоящему периоду распутицы. Сейчас в Арктике в самом разгаре сезон завоза топлива. Обычно в это время здесь можно наблюдать десятки самосвалов и наливников ежедневно. В этом году на трассах непривычно пусто. Чтобы не сорвать доставку жизненно важного топлива в Арктику, энергетики привлекают дополнительные силы. Технику стягивают с соседних районов. Ну, у нас, да, есть привлеченные, есть и наша техника, Энерготранснаба, которая работает в этом улусе. И не первый год работает в этом улусе. Это, наверное, первый раз, так что очень трудно нам работать. Тем временем дальнобойщики Устьянского района сидят без работы. Практически у каждого уже есть по одному штрафу за выезд без специального оборудования. Следующая поимка грозит лишением водительских прав. Своими силами спокойно можем без всяких проблем завести уголь. Тут никто не нужен абсолютно. И уголь, и налив. Нет, на машина чужая здесь не нужна. Сейчас водители просят хотя бы на период чрезвычайной ситуации отменить запрет на выезд и готовы, как только восстановят дорогу, приступить к завозу топлива в усиленном режиме. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Роберт Набиев. Вести. Якутия.